Добрый день. В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Сборная России по футболу дома одержала победу над командой Шотландии со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе Лужники в присутствии 65 тысяч зрителей. Дубль сделал капитан сборной России Артем Дзюба. По одному мячу на счету Магомеда Оздоева и Александра Головина. Дзюба занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира. Забив 8 мячей в 7 матчах, лидирует форвард сборной Израиля Эрхан Зехави. Дзюба забил 23 мяча за сборную России, проведя 39 матчей, и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Лидером является Александр Киржаков – 30 голов. Для того, чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в следующем матче против команды Кипра, который пройдет на выезде в воскресенье. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии 16 ноября и Сан-Марино 19 ноября в гостях. Российский баскетбольный клуб ЦСКА дома победил немецкую Баварию со счетом 79-68 в матче группового этапа Лиги Европы. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист Баварии Григорий Монро. У ЦСКА больше всего очков на счету Уилла Клайберна. Игрок ЦСКА Йоханнес Фогман сделал дабл-дабл, заработал 10 очков и сделал 12 подборов. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 2 победы в 2 матчах. В пятницу «Зенит» примет испанскую Барселону. В тот же день «Химки» на своем паркете сыграют с испанской «Басконией». В следующем туре Евролиги ЦСКА примет «Химки». Встреча пройдет 17 октября. Магомед Адиев, вошедший в тренерский штаб Игоря Шалимова, покинул пост старшего тренера Грозненского футбольного клуба «Ахмат» спустя 10 дней после назначения. Об этом Адиев сообщил на своей странице в соцсети. Шалимов был назначен главным тренером «Ахмата» 30 сентября после того, как «Ахмат» уступил Сочи в гостевом матче 11-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Бывший тренер считает, что его решение далось ему очень нелегко, но, взвесив все «за» и «против», посчитал, что так будет лучше для команды. После долгого и трудного разговора с президентом клуба стороны пришли к полному взаимопониманию. После 12 туров РПЛ «Ахмат» занимает 14 место, набрав 12 очков. В 13-м туре грозненский клуб примет московский «Локомотив». Игра состоится 18 октября. Около 3500 женщин посетили футбольный матч в Иране. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи завершился со счетом 14:0 в пользу хозяев поля. Матч прошел на стадионе Азади в Тегеране и стал первым за почти 40 лет, на котором женщины были представлены массово. В турнирной таблице отборочной группы «С» сборная Ирана занимает первое место, набрав в 2 матчах 6 очков. Международная амнистия в среду назвала выделение Ираном квоты на билеты для женщин циничным пиар-ходом и заявила, что правительство страны должно отменить все ограничения на посещение женщинами футбольных игр. Она осудила ограничение числа женщин, присутствовавших на матче, и признала Международную федерацию футбола повлиять на ситуацию. Отметим, женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. Чемпион мира по боксу Эрл Спенс находится в тяжелом состоянии после ДТП. Гоночный автомобиль, за которым сидел боксер, перевернулся на высокой скорости. Об этом сообщает телеканал CBS. По информации источника, инцидент произошел в Далласе, штат Техас. Автомобиль, за рулем которого находился боксер, двигался на очень высокой скорости. 29-летний спортсмен не справился с управлением, после чего автомобиль несколько раз перевернулся, а сам боксер вылетел из машины. Отмечается, что водитель не использовал ремень безопасности. Спенс был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Однако ожидается, что боксер сможет выжить. Спортсмен остается в отделении интенсивной терапии. На счету Спенса 26 побед, из них 21 нокаутом, при этом ни одного поражения. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.